Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы, зрители, слушатели. Разрешите рассказать об исполнении плановых показателей по сбору налогов в условиях снижения экономической активности и запуска основных компонентов фискализации. Государственная налоговая служба июля 2020 года собрала 6 миллиардов 859,1 миллион сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 109,9% или перевыполнен на 616,1 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налогов увеличилось на 548,9 миллионов сомов. При этом за 7 месяцев текущего года собрано 40 миллиардов 452,3 миллиона сомов налогов и платежей. План выполнен на 90%, недобор составило 4 миллиарда 489,6 миллионов сомов. Следует отметить, что в январе-феврале сборы налогов выполнялись в рамках установленного плана, однако в связи с карантином из-за коронавируса по итогам 5 месяцев текущего года выпадение по налогам в государственный бюджет составило 6 миллиардов 417,8 миллионов сомов, а в республиканский бюджет 5 миллиардов 438,3 миллионов сомов. За 2 последних месяца, несмотря на пандемию, в стране отставание по государственному бюджету сокращено на 2 миллиарда сомов, а по республиканскому бюджету на 1,9 миллиардов сомов. ГНС направит все усилия по выполнению годового плана по налогам с предполагаемым ежемесячным перевыполнением до конца года. В августе акцент будет поставлен на администрирование косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕС, на сбор местных налогов, в том числе налог на транспорт, жилую недвижимость и земельного налога. В центральном аппарате ГНС в целях повышения качества работы фискального органа, в том числе по выявлению резервов по налогам страховых взносов в июне 2020 года, создано новое структурное подразделение – Управление аналитической работы, аналитический центр. Управление ведет анализ и мониторинг всех отраслей и видов налогов. В его задачи также входит повышение эффективности работы территориальных налоговых органов, проведение аналитической работы по базе налогоплательщиков, выявление теневых схем сокрытых налогов и страховых взносов. Кроме этого, в обязанности аналитического центра входит контроль за работой пунктов учета товаров в рамках торговли государственными членами ЕС. Так, в течение 2 последних месяцев результаты произведенных мероприятий по выявлению дополнительных резервов в бюджет были выявлены 69 субъектов, занимающихся импортом товаров материальных ценностей из третьих стран и имеющие риски неуплаты налогов в сумме 921,4 миллиона сомов. Отмечу, что после передачи налоговой службе с конца прошлого года функцию по государственному регулированию и контролю алкогольного рынка проводятся соответствующие мероприятия в этой отрасли. В ходе рейдовых мероприятий с начала года сотрудники ГНС выявили ряд фактов хранения в целях реализации алкогольной продукции без разрешительных документов, продажи контрафактного алкоголя, а также алкоголя с поддельными акцизными марками. Всего за 7 месяцев из нелегального оборота выявлено изъятие более 358 тысяч бутылок алкоголя на сумму 39 миллионов сомов, а также более 74 тысячи литров пива. За аналогичный период прошлого года количество изъятия алкогольной продукции составило всего 9342 бутылки. В настоящее время Государственная налоговая служба Кыргызской Республики работает над внедрением масштабных проектов в рамках государственной программы по цифровизации экономики, в том числе ряда компонентов фискализации налоговых процедур, направленных на создание благоприятных условий для бизнеса по ведению своей деятельности в новом цифровом формате. И эти проекты являются важным компонентом в борьбе с теневой экономикой и призваны оптимизировать сервисное обслуживание ГНС, защищать интересы налогоплательщиков, откроют доступ к современным цифровым инструментам, создадут благоприятные условия для развития бизнеса, а также направлены на защиту отечественных производителей и укрепление международной экономической позиции Кыргызской Республики. Так, с 1 июля текущего года запущен ряд проектов в рамках фискализации налоговых процедур. Были внедрены такие компоненты, как электронные счета фактуры, автоматизированная система управления автозаправочной станцией, электронная товаротранспортная накладная. С 1 июля плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров перешли на обязательное применение электронных счетов фактур.
С момента запуска системы электронных счетами фактурами пользуются 8863 предпринимателя. Им выписано 497 997 электронных счетов фактур на общую сумму оборота на 59 миллиардов 908,7 миллионов сомов. Результат установленный план по НДС только за июль месяц выполнен на 112,5% или перевыполнен на 253 миллионов сомов. С 1 июля автозаправочные станции, в том числе автомобильные, газозаправочные, газонаполнительные компрессорные станции, начали работать с автоматизированной системой управления АЗС. Особенностью новой системы является ее последующая обязательная интеграция с ККМ онлайн, за счет чего стала невозможной заправка топлива клиенту без оплаты, факта оплаты и выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливно-раздаточной колонке АЗС. При отпуске нефтепродукта на АЗС система позволит параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы в режиме реального времени. При этом отмечу, что по состоянию на 20 августа из действующих 1046 АЗС автоматизированную систему управления установили 676 субъектах. Показатель установки АСУ АЗС по городу Бишкек составляет 84%, по городу Ош 89,5%, по Чуйской области 84%, по Иссыкульской области 82,2%. По неустановленному АСУ налоговые органы проводят соответствующие мероприятия согласно законодательству, в том числе разъяснительную работу. Хотел бы напомнить налогоплательщикам данной отрасли о необходимости соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики. Оптимизирован модуль выдачи номеров счетов фактур, в результате чего налогоплательщикам не приходилось посещать отделение налоговой службы для повторного получения номеров счетов фактур. Разработана и успешно работает система по дистанционному получению справки на импорт товаров со стран ЕС посредством личного кабинета на сайте ГНС. Кроме этого, в рамках фискализации налоговых процедур и перевода оказываемых услуг и сервисов ГНС в электронный формат в настоящее время переработаны и утверждены унифицированные формы всех выдаваемых ГНС справок. Все ранее выдаваемые 8 видов бумажных справок можно будет получить в электронном формате в виде 2 унифицированных форм. В новых формах справок предусмотрен QR-код, позволяющий с помощью гаджетов проверить их на подлинность. Также отмечу, что с подключением налоговой службы к системе Тундук всю необходимую информацию для назначения пособия гражданам и участие в государственных закупках соответствующих государственных органов получает от ГНС в электронном формате, что исключает необходимость обращения граждан и налогоплательщиков в ГНС. В конце своего выступления хочу выразить благодарность нашим уважаемым добросовестным налогоплательщикам, которые, несмотря на ситуацию с распространением пандемии коронавируса, честно исполняют свои обязательства, своевременно и в полном объеме уплачивают все причитающие налоги и платежи в бюджет. Добросовестные налогоплательщики являются локомотивом развития экономики и способствуют пополнению бюджета страны. Тем самым исполнению государством социальных и иных обязательств перед своими гражданами. Учитывая неоценимую роль бизнеса, ГНС в своей деятельности стремится соблюдать принцип партнерства, основанный на взаимопонимании и уважении, добросовестным соблюдением норм законодательства Кыргызской Республики. При этом также отмечу, что в рамках внедрения ряда проектов фискализации налоговых процедур, в частности электронных счетов фактур, учитывается каждое мнение предпринимателей. И все электронные налоговые услуги совершенствуются на основании мнений и предложений бизнеса. Спасибо за внимание.